В урологическом отделении Центральной республиканской больницы с 2011 года проводят малоинвазивные операции при помощи пневматического и ультразвукового аппаратов. Но теперь с приобретением нового электроимпульсного оборудования «Уралит» у медиков появилась возможность проводить операции в мочевыделительной системе намного эффективнее и безопаснее. На камень подается электрический разряд совершенно короткой продолжительности. В отличие от электрогидравлического метода, который применялся ранее, пробой и ударная волна формируется не в среде вокруг камня, а непосредственно внутри камня. И за счет этого камень разрывается. Вот эти электрогидравлические, ультразвуковые и лазерные методы, они все потенциально опасны в плане разрывов мочевого пузыря, травматических дефектов разных уровней мочеиспускательного тракта. Этот инструмент практически лишен этих недостатков. Уникальный электроимпульсный аппарат «Уралит» был подарен Республиканской центральной больнице Дмитрием Сычевым в качестве благодарности за оказанную абхазскими медиками квалифицированную медицинскую помощь его бабушке. Цена аппарата составляет свыше 1 миллиона рублей. Первая операция по новому методу удаления камней была проведена несколько дней назад пациенту с 6-сантиметровым камнем в мочевом пузыре. С помощью аппарата медики раздробили камень электрическими импульсами на 1000 мелких частей. Вот камера. Вот сам эндоскоп, вот источник энергии, чем мы разрушаем камень. Смысл какой? Вот я сюда ставлю камеру, ввожу инструмент эндоскоп в пути мочевыводящий, а затем, когда я уже увидел камень, вот зонд, ввожу вот этот зонд сюда, в канал рабочий ротероскопа. Он сейчас покажется на кончике. И он под контролем зрения, в общем, все это делается. Однако, по словам медиков, существует проблема возмещения расходного материала. К примеру, один зонд для разрушения камня с помощью электрических импульсов стоит 15 тысяч. Всего к аппарату «Уралит» прилагались 10 зондов, из них 3 уже израсходованы. Еще пару таких больных, и мы останемся без расходного материала. Будем стараться искать какие-то статьи, чтобы включить расходный материал в эти статьи, чтобы закупало государство. Если это государство делать не будет, то мы будем вынуждены просить больных, чтобы они самостоятельно зонды эти закупали. Эндоскопические операции в зависимости от тяжести заболевания длятся от 5 минут и больше. Если операция прошла без осложнений, пациента уже на 2-3 день выписывают из стационара. Аля Катраб, Степан Мартиросян, Абхазское телевидение.